Родной язык – это душа народа. Родной язык – это история народа. Родной язык – это цивилизация и культура. И с этим не поспоришь. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор Института чеченского языка, чеченский ученый, доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего образования Российской Федерации, признанный профессором года по Северо-Кавказскому федеральному округу Муса Авхадов. Маршал Муса, очень приятно вас видеть в нашей студии. Это не пафос, это факт. Спасибо вам большое. И начнем. Готовы? Готовы. Смотрите, Муса, насколько я знаю, в России 193 национальности. Используются 277 языков и диалектов. Это надо подчеркнуть. Только в российской системе образования функционирует более 100 языков. На 24 языках ведется обучение детей. 81 язык изучают в качестве предмета. 81 язык изучают в качестве предмета. И факультативно. 37 государственных языков у нас в республиках. Более 15 языков с официальным статусом. Вы согласны с тем, что язык – это зеркало души? Вот такой вот первый вопрос. Да, конечно, в какой-то мере можно сказать, что это зеркало. Язык – это история народа, язык – это зеркало души народа, но в это зеркало надо уметь смотреть, и историю языка с тем, чтобы прочитать в этом языке историю народа, тоже надо уметь читать. Поэтому я с вами согласен, это действительно так. А какую роль, по-вашему, спрашиваю у вас как у специалиста, профессора, по вашему мнению, играет чеченский язык в культурном сотрудничестве народов России и Чеченской Республики? Ну, в Чеченской Республике это язык, государственный язык, вот, наряду с русским языком. И без чеченского языка в Чеченскую Республику, собственно, представить невозможно, потому что это наш собственный язык. А в целом язык чеченцев или чеченский язык, он является одним из очень ярких цветков в букете всех языков народов многонациональной России. И сейчас, когда и во всемирном масштабе, и в масштабе страны ставится вопрос о сохранении и развитии языков, в первую очередь в нашей стране сохранение и развитие языков народов Российской Федерации – это очень мощный фактор не только укрепления межнациональных связей, но и укрепления российской государственности. Муса, а вам, точнее, нравится то, что вы видите сейчас в этом зеркале? Мне, в принципе, нравится наше зеркало, куда мы смотрим, то есть наш язык, так? Поскольку я много лет уже имею какое-то отношение к этому языку, я знаю, что это один из очень древних языков человеческой цивилизации. И копая, исследуя наш язык, мы, исследователи, ученые, историки и так далее, тем, кому не безразлично прошлое человечества, могут найти в этом языке очень много фактов, которые нас связывают с древнейшими цивилизациями, наряду с хуррито-урартской, древнеегипетской, шумерской и так далее. И мне тоже хочется сказать еще вот о чем. Чеченский язык, он уникален в своем содержании, потому что вот то многообразие форм, словообразовательных, словоизменительных форм, которые связаны с конкретными значениями в чеченском языке, это
даже специалисты удивляются этому. Это чистое зеркало. Если один глагол в чеченском языке может иметь в разных сочетаниях до 4000 форм, это уникальное явление. Ну и к тому же, раз вы спросили, каждый язык, вот мы сказали о том, что его надо уметь читать. Вот мы говорим в русском языке совесть, вот есть у человека совесть или нет. И вот как мы это переводим и как мы с чем сопоставляем с чеченским языком совесть. Ведь у нас нет адекватного понятия, точного перевода вот этого смысла на чеченский язык. Но у нас есть «ях-бех». «Ях-бех» должтагуиз, «ях-бех» дочтагуиз, «ях» стыд, бех, вина. Вот осознание стыда и осознание вины. Вот это у нас ассоциируется с русским более понятием. Объемное понимание данного. Совершенно верно, мне кажется, да. А вот насколько сегодня, Муса, важно отстоять и, если необходимо, защитить интересы родного языка, сохраняя его таким, какой он есть, общаться на родном языке, изучать его, передавать его детям по наследству. Я буду прав, если так скажу. Вы совершенно правы, потому что главное условие сохранения языка – это передача его от родителей к детям. Если это звено прерывается, то язык уже постепенно перестает существовать, он уходит в небытие. Обычно представляют, что отмирание или вымирание языка происходит путем естественного вымирания всех его носителей, но на самом деле наиболее опасный момент – это когда народ переходит массово на другой язык. Вот в этом случае язык теряется очень быстро. И следующий фактор, вслед за потерей языка, теряется сам этнос, то есть народ. Так произошло с представителями древнейшей человеческой цивилизации, с древними египтянами. Защищать надо. Обязательно. Обязательно надо защищать язык. Я буду прав, если скажу, что сохранение языка, родного языка, является условием сохранения народа. Совершенно верно, потому что вот два таких самых главных признака сохранения народа – это сохранение языка, но филологи, лингвисты говорят о языке в первую очередь. Этнологи говорят, что самым устойчивым признаком этноса является стереотип поведения, то есть национальный менталитет или по-другому национальная психология. Оба этих фактора очень устойчивы, но они взаимосвязаны с потерей языка, следом происходит и потеря этой национальной идентичности, то есть народ теряется. Почему некоторые, я скажу некоторые, не понимают вот этого всего? Ломаль, вы знаете, мне тоже это очень интересно, в каком плане. Мне непонятно, почему же это так. Вот были советские времена, много хорошего было в эти времена, но основная национальная языковая политика шла в сторону ассимиляции языков, за которой должна была последовать этническая ассимиляция, то есть создание новой исторической общности, советский народ. Мы это слышали, проходили это так. Но вот до сих пор непонятно. И сейчас есть сторонники этой линии. И в центре есть, и, может быть, и у нас они есть. О чем я и говорю. Так. Если человек потерял свой язык, он на то должен иметь какие-то причины. Если он попал там на необитаемый остров, я понимаю это так, но если, проживая среди своего народа, если человек постепенно переходит на другие рельсы, на другой язык, то он что теряет? Он теряет память о своих предках, он теряет уважение к своим родителям, он теряет память к своей истории, к своего народа. Ну и вот если он все это, извините, пожалуйста, продал или предал и переходит на сторону другого, на любого народа, неважно, так? Не в обиду. Не в обиду, никому, не в обиду. Мы имеем в виду абстрактное явление. То каким достойным гражданином этот человек может быть для
других, если он продал самое родное у себя. Или считать себя гражданином. Совершенно верно. Да, он других продаст еще быстрее. И главная линия сейчас, мне кажется, она верная, она правильная, она принята сверху, с федерального центра, сохранение и развитие языков народов страны. Это как раз уважение к этим народам. И это уважение, осознание этого уважения, оно чувствуется, так? Оно приводит нас к дружбе и братству. И вот, пользуясь этим случаем, я бы хотел сказать, что почему-то до сих пор мы придерживаемся этого, ну, не очень для меня понятного понятия толерантность, то есть терпимость. Советский Союз прошел огромные испытания, и все народы вместе со страной прошли эти же испытания. И эти испытания показали, что мы были едины в самые трагические истории, моменты этой страны. Но почему мы вчера были братьями, а сегодня мы должны быть терпимыми друг к другу? Почему вот мы подменяем эти понятия? Очень хорошая мысль, очень хорошая мысль. Очень хороший вопрос. И тут, продолжая, как говорится, вдогонку, сейчас особо ярко наблюдается трансформация чеченского языка. Это мое наблюдение. Если я не прав, вы меня исправите. И опять же, я хочу у вас спросить, почему так происходит? Но, у нас же сейчас все есть, и чеченская литература, чеченские книги, в школах преподается чеченский язык, в высших учебных заведениях преподается чеченский язык. У нас сегодня 2023 год, год чеченского языка. Ну все у нас на чеченском. Но почему происходит? Опять же трансформация нашего родного языка. Ваше мнение, Муса? Ну, соблазнов очень много стало в последнее время, особенно в телевидении, средства массовой информации, телефоны, интернет и так далее. То есть дети, они увлекаются этими аспектами. Кроме того, есть еще один фактор, когда в результате событий 90-х годов значительная часть чеченского населения оказалась за пределами не только республики, но и страны. И мы уверены, что эти люди, может быть, не все, но многие вернутся к нам домой. И каждый из них вернется со знанием другого какого-то второго языка и с худшим знанием, наверное, чеченского. Ну, бельгийского, там, голландского, немецкого, французского и так далее. Вот это нарушение компактности расселения чеченского народа, оно во многом отразилось негативно на вопросах сохранения чеченского языка. Но вместе с тем есть и хорошие стороны. Есть, я не говорю, что нету, есть. Я имею в виду, вот сейчас те же средства, которые ведут к трансформации этой, они же нам и помогают, допустим, в любом уголке мира интересоваться чеченским языком, изучать его и читать на нем, и не терять связи со своей исторической родиной. Поэтому есть так называемые экстралингвистические факторы, надязыковые факторы, это социально-политические, миграционные, демографические, культурно-исторические и так далее. Они тоже влияют на язык, они влияют на язык в гораздо большей степени, чем сама структура языка на себя влияет. Наверное, поэтому. Смотрите, Муса, год 2023, год чеченского языка, как мы все знаем. Как текущий год влияет и должен повлиять на развитие чеченского языка? Вот спрашиваю у вас, как у директора Института чеченского языка, ваше мнение, опять же. Вот я был на совещании у главы республики, это было 15 ноября прошлого года. В этот день впервые вот это прозвучало предложение о том, что следующий год, 23-й, этот надо объявить годом чеченского языка. А я первый день работал уже директором, то есть я был назначен в этот день. И для меня даже было странно, а что этот год даст, какое-то, ну, не очень четкое было представление о том, что нас ждет в 23-м году. Но половина года, полгода уже времени прошло, и вы знаете, как много сделано. И самое главное даже не то, что мы издали, создали, подготовили там, и так далее. Не это даже,
А самое главное, глава республики разбудил народ. К нам в институт просто заходят, спрашивают, вот сейчас же год чеченского языка, а почему мы с чеченским не делаем вот этого, а почему мы не так это говорим, почему мы не так это строим, там, ну, какие-то моменты свои в работе и так далее. То есть народ проснулся, и народ подхватил эту идею. И я опять-таки думаю, не ради вот той большой даже, во всемирном масштабе даже, у меня нет таких фактов, когда кто-то, какой-то глава страны, даже великой, объявлял вот такие премии знатокам родного языка, как у нас в республике, в чеченской. То есть люди сами почувствовали необходимость знания чеченского языка. Это очень радует, очень радует. И тут тогда у меня вот такой вопрос. Уже можно сказать, можно его отнести к вашей профессиональной деятельности, к работе, к вашему институту. Как влияет деятельность Института чеченского языка на сохранение, развитие и, я бы сказал, на распространение чеченского языка? Какие есть предложения по укреплению чеченского языка у вашего института? Вот такой вот вопрос. Ну, я сначала конкретные вещи скажу. Вот прежде всего, язык, чтобы он устоял, чтобы он не потерялся, он должен быть подхвачен младшим нашим поколением, то есть детьми. Так? И поэтому то, что относится к нашему институту, это сфера образования, школьного образования. Так? И мы для учащихся начальных классов, с 1 по 4 класс, мы в этом году выпускаем новые учебники. Эти новые учебники по чеченскому литературному чтению. Это новая редакция или просто обновленные? Это совершенно новые учебники. Это новые авторы, это новые учебники, это литература, то есть эти учебники по указанию министра образования и науки Чеченской Республики Даева Хушбауди Буаровича, они сейчас издаются в издательстве, они публикуются, они вот 1 сентября учащиеся получат эти учебники. Они новые по духу своему. Я не хочу сказать ничего плохого в адрес тех, что были, но времена меняются, понимаете? Тем более литература – это жизнь народа, а жизнь, она тоже изменчива. И с другой стороны, мы сейчас завершили, вот буквально 2 дня назад, я приглашал авторов новых учебников, уже не литературу мы сдали, по чеченскому языку. Эти учебники тоже новые. Казалось бы, а что нового в языке для того, чтобы поменять учебники? Но это дети, это для начальных классов. Именно на этой стадии, когда учащиеся, ну, младшие наши чеченцы, будем говорить так, они должны заинтересоваться родным языком, мы для них уже коллектив других авторов подготовил совершенно новые учебники по чеченскому языку. Ну и кроме того, я хочу сказать, что в стенах нашего института чеченского языка есть отдел истории, географии, краеведения и так далее. Вот этот отдел в этом году по заданию федерального центра подготовил учебники по чеченской истории для 6-10 классов. Эти учебники тоже 1 сентября должны быть на столах у учащихся. Вот. Как говорится, аплодисменты вам. Ну и еще я могу добавить о том, что мы ранее, в 2021 году, выпускали большой словарь, 10-томный словарь, орфографический словарь чеченского языка. Сейчас мы из этих 10 томов, ну 10 томов это 23 килограмма, это очень объемный труд, так? И мы создали из него новый однотомный орфографический словарь чеченского языка. Он неделю назад поступил в издательство, он скоро выйдет, в течение месяца, скорее всего, выйдет. Там около 130 тысяч слов и около 800 с лишним тысяч словоформ чеченского языка. То есть это каждому учителю, каждому журналисту, читателю, писателю и так далее. Вот приблизительно мы заняты сейчас вот этой работой. Над этим работаете на сегодняшний день? То есть то, что я вам уже сказал, оно все уже сделано. Уже есть? Уже сделано. Так? За эти полгода? За эти полгода.
Я же говорю, аплодисменты. Да. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. И моих два последних вопроса, Муса. Опять же, хочу услышать ваше мнение как директора института, как профессора, как известного человека. Какую роль играет чеченский язык в современном мире и какую роль он должен играть? Опять же, повторяю, спрашиваю вас как директора Института чеченского языка. Чеченский язык, как и язык любого народа, он, естественно, должен играть роль в сохранении этноса своего народа чеченского. Но, видите, я не хочу сказать, что мы всегда были уникальны, но в целом где-то оно так и есть, так? Наша и длительная трагическая история, и те последние события, которые были у нас в республике и в стране в последние десятилетия, последние десятилетия прошлого века, на нас обратили внимание огромные страны, значительное количество стран, многие народы, так? И вот то, что произошло с республикой, когда она буквально из пепла выросла, эта республика, это явление само по себе феноменальное. И наш опыт, он интересует многих в мире. И даже с этой точки зрения люди интересуются в зарубежных, в том числе странах, а что мы за народ, а как наша власть руководит этим народом. А почему стало возможным такое бурное восстановление республики, когда этого никто не ожидал? Вот и с этой точки зрения нами все интересуются. И да, я думаю, что наше будущее будет более прекрасным, чем оно даже есть сегодня. Да, Мулла. Да. И последний вопрос. Что бы ответил директор Института чеченского языка, чеченский ученый, доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего образования России, профессор года в Северо-Кавказском федеральном округе Муса Авхадов, тем, кто спрашивает, зачем в чеченских школах и в высших учебных заведениях изучать чеченский язык. В чем его польза? Бывают вот такие вопросы. Чеченский язык и в школах, и в вузах надо изучать, потому что мы чеченцы. Я не склонен говорить, что мы лучше всех, но мы не хуже других народов, так? Поэтому и это, как я еще раз хочу повториться, это Божий дар, чеченский язык и чеченский менталитет. Я, извините, горжусь тем, что в нашем чеченском фольклоре нет ни одного момента зафиксированного, ни одного момента, когда мы, чеченцы, издревле в фольклоре относились к представителю другого, любого народа негативно. У нас всегда был мотив дружбы, мотив братства с представителями любого народа. Поэтому это наша история, это наше прошлое, и это достойно уважения. Поэтому даже мы должны изучать чеченский язык. А разве у нас мало людей, которые заслужили, принесли чеченскому народу мировую славу? Ученых, артистов, журналистов, спортсменов, военных, политиков, богословов и так далее. И даже ради этого мы должны, то есть к нам относятся уважительно, и мы должны это поддерживать. И даже ради этого мы должны изучать. А без чеченского языка мы не чеченцы уже. Хорошо сказано. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам. Спасибо вам тоже. И огромная благодарность за вашу работу. Вам спасибо. А на сегодня это все, дорогие друзья. В заключение я просто хочу сказать, точнее напомнить, что действительно родной язык – это душа народа. А тут делайте выводы сами. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и директор Института чеченского языка Муса Авхадов. И напоследок, не болейте, будьте здоровы.